интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». С вами радио Крым Реалии. Крымский вечер продолжается. В нашей студии уже появился гость. Это Исмаил Рамазанов, крымский активист. Здравствуйте, Исмаил. Здравствуйте. Тема у нас не веселая. Мы будем говорить о следственных изоляторах. Как сообщает российская газета «Известия», в Крыму планируется построить 2 новых следственных изолятора. Также приводятся данные в проекте поправок к федеральной целевой программе развития уголовно-исполнительной системы 2018-2026 года. И в рамках этой программы к 2026 году планируется построить 6 изоляторов, 4 из них на территории соседней России. Заказчиком выступает Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации, и на строительство изоляторов планируется потратить 12 миллиардов рублей. Вы были человеком, которому не посчастливилось воочию убедиться, что это такое. По сообщениям очень часто украинские правозащитники говорят о том, что состояние изоляторов жуткое. Более того, буквально недавно проходила конференция Крымско-Татарского ресурсного центра, посвященная нарушениям прав человека в Крыму, и среди 3 тенденций, которые озвучил Искандер Бариев, в том числе одна из них была использование ненадлежащих условий содержания как дополнительного фактора давления на заключенных. Исмаил, вы, когда были в изоляторе, действительно там все плохо? Да, на самом деле, это жуткие места, там, где даже здоровому человеку тяжело находиться. Как вы уже сказали, мне довелось там побывать, и я воочию видел все, что там происходит. Я поменял за полгода пребывания в СИЗО Симферополя, Централ номер 1, как его называют. Побывал как минимум в 4 камерах. Это и на так называемом 1-м этаже. Это я считаю, это самые жуткие места Симферопольского СИЗО, так как этот этаж, он во времена Екатерины служил конницей. Там содержали лошадей. То есть это вообще не для людей? Да, там даже, вы знаете, там даже кормушки, что-то похожее на кормушки, там до сих пор эти так называемые окошки, я так понимаю, для подачи корма лошадям. Они даже не замуровали эти окошки. То есть я не понаслышке знаю, что это такое за кишка. Это кишка, такой лабиринт, переход с одного корпуса СИЗО в другое. Через этот лабиринт проходят во время этапирований подсудимых в суды, либо этапирования их в колонии. Зачастую они там содержатся больше часа, а то и весь день. Например, если ранним утром подсудимых забирают туда и помещают в этот лабиринт под названием кишка, там могут продержать 2-3 часа. Через этот лабиринт проходят все коммуникации отопительные, водопроводные, туалетные, то есть канализационная даже система проходит там. И постоянно там какие-то утечки, постоянно оттуда там что-то капает, что-то течет. И вы знаете, и практически каждый раз мне, к сожалению, меня там держали как минимум, наверное, 2 часа. Это после судов и перед судами. И я так считаю, наверное, там... Вы расцениваете это как давление? Вот то, о чем говорил Искандер Бариев, что это дополнительный такой рычаг? Конечно, это можно смело приравнивать к условиям, к пыткам.
Потому что человеку со слабой психикой, который попадет в те условия, он может морально просто сломаться. Вот у нас есть комментарий адвоката крымского Лили Гемиджи. Она прокомментировала Крым Реалиям о условиях содержания в следственном изоляторе. По ее словам, капитальный ремонт в СИЗО Симферополя не проводился как раз с момента его введения в эксплуатацию в 1803 году. То есть это как раз вот екатерининские времена, которые так и не изменились. Давайте послушаем, что сказала Лилия Гемиджи. Я делала запрос относительно условий содержания моего подзащитного Сервера Мустафаева, о размерах камеры, о расположении мебели, окон, батареи и так далее. В рамках этого запроса мне пришел ответ из следственного изолятора города Симферополя, где были перечислены камеры, в которых содержался мой подзащитный. Одним из первых ответов было сказано, что следственный изолятор города Симферополя и, в частности, камеры, в которых содержался мой подзащитный, были введены в эксплуатацию в 1803 году, и с тех пор капитальный ремонт по настоящее время там не проводился. Ну вот мы послушали Лили Гемиджи, Исмаил, были сообщения о том, что камеры жутко переполнены. Это касалось, когда правозащитники рассказывали о том, как содержали крымско-татарских активистов, то есть пенсионеров, уважаемых людей, людей с многими и медицинскими противопоказаниями. И все говорили об одном и том же, что жуткая переполненность, жуткое перенаселение. Вы наблюдали нечто подобное? Практически всегда и во всех камерах. В камере, в так называемой карантинной камере, там, где мне, к сожалению, довелось находиться около 13 дней, это первые 13 дней, карантинная камера, она на 14 коек было 17-18 человек. А как люди спали в такой ситуации? По очереди зачастую не ложились, а просто сидя как-то пытались уснуть, если это можно назвать сном. То есть либо менялись каждый, чтобы вы понимали, есть такое понятие, как смотряги за камерой, и в карантинной даже камере были такие люди. Они, конечно же, не уступали свою койку и занимали такие самые нормальные, если это можно так назвать, койки, да, а другие обычные подсудимые или зачастую просто сидя спали, да, или же менялись там каждый час, а то и меньше. Ну, вот эта странная ситуация, привилегия спать без перерыва. То, что мы слышали, например, касательно содержания и в СИЗО, и в лагерях относительно того же, вспомним, Эдема Бекирова, то есть там был еще вопрос, говорилось очень много, это то, о чем указывают правозащитники в своих отчетах, о том, что речь о том, что есть проблемы и с медицинским обслуживанием. А почему так происходит? Почему в СИЗО есть санчасть? В СИЗО есть, его называют лазаретом, назвать его санчастью тоже язык не поворачивается. Но ведь у вас же тоже была история, связанная с болезнью. Да, после так называемых пыток, это первые 2 дня, которые против меня... Я подвергся пыткам, избиениям, после чего уже в СИЗО периодически у меня ухудшалось состояние здоровья, из-за отбитых почек у меня отекали ноги. И благодаря тому, что отец каким-то чудесным образом просто сумел передать мне лекарства, после курса пропитывая этих лекарств мне стало гораздо лучше, но по этой жалобе я практически каждое утро писал заявление, практически каждый день писал заявление, но никак не реагировали, абсолютно никак. Я не знаю, с чем это связано. Может, метод давления, знаете. И в том числе и Эдем Бекиров, и Бекир Дегерминджи, и, вы знаете, фигурант Хизбут Тахрир, первая симферопольская группа, Узеир Абдулаев. У него также это было
второй месяц моего нахождения, когда я попал в его камеру, камера номер 101, у него было ужасное вообще состояние здоровья. И через суды, во время судов я сообщал, что у Узира Абдуллаева не спадает температура. И чтобы общественность... А кому вы сообщали об этом? Родителям, адвокату. Вот смотрите, я хочу прочитать вам цитату. Это первый вице-спикер Крымского парламента, оккупационный председатель комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Ефим Фикс. Вот 8 октября он сказал, комментируя отсутствие омбудсмена крымского, он сказал о том, что, в общем-то, нет никакой временное отсутствие полномоченного по правам человека в Крыму не отражается на работе и с обращениями граждан. И далее вот в его цитате говорится о том, что у нас активно работает служба бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции. А далее он говорит, глобальных вопросов, требующих немедленной реакции омбудсмена, нет. Обращения, поступающие из мест заключения и содержания под стражей, рассматривает комиссия по вопросам помилования во главе с вице-премьером Игорем Михаличенко. Инструменты защиты прав человека в Крыму функционируют. Вот куда идут обращения? Вы пытались писать куда-нибудь и получали ли вы ответы? Вы знаете, я никак не пытался связаться с оккупационной властью. Я единственное писал заявление, потому что это единственный механизм писать заявление начальнику СИЗО по состоянию своего здоровья, по состоянию здоровья Узира Абдуллаева. И я, чтобы вы понимали, никак не взаимодействовал с оккупационной властью, либо вообще какой-то российской властью на территории оккупированного Крыма. У нас есть на связи Александра Клинкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Вот мы обсуждаем сейчас планы, которые были озвучены совсем недавно. В частности, газета «Известия» сообщила о том, что в Крыму планируется построить 2 новых СИЗО. И вот я хочу привести вам данные, которые опубликовал Крыминформ, о том, что была проведена определенная проверка, и по итогам этой проверки количество соответствующих российскому законодательству и международным стандартам СИЗО составляет от 85 до 100%. Вот такую информацию, это официальная информация по результатам проверки. И также сказано, цитирую, сейчас в России 209 СИЗО и 96 помещений, функционирующих в этом качестве. В этих учреждениях в общей сложности более 127 тысяч мест, при этом содержится чуть более 98 тысяч человек. Александра, объясните, пожалуйста, но ведь те сообщения, которые поступают из Крыма, это переполненные камеры, это как раз не соответствует тем стандартам, о которых сообщается по результатам проверки. Да, конечно. Надо понимать, что Крым, как часть Украины, люди, арестованные в Крыму, могли оказываться в СИЗО в разных местах. И поэтому с тех пор, как, с 2014 года, с тех пор, как в Крыму появилась Россия, из Крыма арестованных людей вывести, по сути, некуда. И поэтому людей всех оставляют в Симферополе в СИЗО. И, конечно, оно стало, не говоря уже о том, что в России просто намного больше арестовывают людей в качестве меры пресечения, СИЗО, конечно, моментально стало переполненным и не отвечает даже российским нормам. Кроме того, просто для понимания, конечно, знаете, это вот примерно средняя температура по больнице. То есть в среднем количество арестованных умножить на норматив, в среднем по стране может оказаться вполне нормальная цифра. Но очень сильно зависит от региона. В каком-то регионе, там, например, в Москве, перелимита нет совсем. Практически. Или там в Петербурге тоже практически нету. В Петербурге недавно открыли огромное СИЗО, и там еще масса свободных мест. А в каких-то регионах, чисто российских, это оказывается слишком много людей. Но все это совершенно никак не касается Крыма, потому что Крым оказался со своим единственным симферопольским СИЗО, как территория, по моим представлениям, даже по российским представлениям, извините за тавтологию, серой зоной. И
людей оттуда не увозят, и поэтому они все оказываются в Симферопольском СИЗО, и которое, естественно, сильно переполнено. Александра, ну вот я цитировала уже мнение Эскандера Бариева, главы Крымско-татарского ресурсного центра, недавно в своем отчете о правах человека в Крыму, о нарушениях прав человека в Крыму. Он сказал, что они расценивают, правозащитники расценивают условия содержания как один из элементов давления на задержанных. В России есть организации, которые занимаются условиями содержания и готовы принимать жалобы по этому поводу? Да, конечно, в России есть организации, которые, в принципе, занимаются арестованными вообще вне зависимости от тематики ареста. Такие, как, там, не знаю, «Русь сидящая», например, которые занимаются просто всеми арестованными, их правами, и помощью, и поддержкой. Есть организации, которые занимаются чисто политическими заключенными, в частности, «Мемориал», и адвокатские юридические организации, АГОРа, «Общественный вердикт». Есть крупные организации правозащитные, которые занимаются различными тематиками, например, Московской Хельсинской группой, в том числе. Но допускают ли их заключенным проверить условия содержания? Значит, для доступа к заключенным в России действует, в Украине действует превентивный механизм, такой способ, да, это от уполномоченного по правам человека, от омбудсмена. В России это называется ОНК, это отдельная структура. В последнее время на нее большое наступление в России, почти не осталось независимых членов ОНК. Вот только что сформировался новый состав этих общественных наблюдательных комиссий. Их допускают в места лишения свободы, но в рамках своего региона. То есть вот если человек пошел в ОНК в Ленинградской области, он может только в Ленинградской области. Ну и тогда вопрос, а в Крыму есть подобные представительства? В Крыму есть общественная наблюдательная комиссия, они обязаны быть в каждом регионе. В последний созыв мне неизвестно, чтобы кто-то из активистов или правозащитников независимых пытался туда попасть. В прошлый созыв были попытки такие, но никто, к сожалению, не попал. Тем не менее, насколько я знаю, запросы туда поступали, и даже вот это вот вполне подконтрольная власти крымской ОНК все равно какие-то вещи по здоровью, по условиям содержания помогали и что-то узнавали. Спасибо, Александра. С нами на связи была Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. А мы возвращаемся к Исмаилу Рамазану. Вы хотели что-то сказать? Я тут от Александры слышал, что какие-то есть организации, вы же понимаете, что... Есть независимые, такие как Мемориал или Хельсинская правозащитная группа. Я так понимаю, что есть какие-то официальные организации? В Крыму, как по моим данным, в Крыму как таковых нет. Может, формально они и существуют, но, по крайней мере, за весь период оккупации Крыма я таких не встречал, так как, я уже повторюсь, да, как вы уже сказали, я сам побывал в этом СИЗО и по состоянию здоровья тоже интересовался, к кому бы можно обратиться. Даже, вы знаете, был случай, когда Москалькова приезжала в Симферопольское СИЗО для того, чтобы встретиться с 17 политузниками на тот момент. Даже она сказала такие слова, что даже у нее нет таких полномочий, чтобы там разгуливать по СИЗО и убедиться в условиях содержания осужденных или политузников по требованию нашей омбудсменши Людмилы Денисовой. На что я сказал, а за что вы тогда отвечаете, для чего вы приехали сюда? Она всячески как-то меняла темы, но тем не менее я попытался рассказать ей, какие условия содержания. Она слушала вас? Ну, по крайней мере, делала вид, и ее помощник постоянно что-то записывал. Для галочки и вне кабинета также велась видеосъемка, что, ну, для того, чтобы, я не знаю, для отчетности или для чего, для того, чтобы, я так думаю, предоставить, что действительно была встреча
Этот видеоролик, возможно, и передавался нашей омбудсменше, я не знаю, мне не довелось с ней еще встретиться. Тогда вопрос, у вас не было потом проблем после того, как вы, заключенный, жалуетесь омбудсмену на условия содержания? Перед встречей с Москальковой, на самом деле, начальник СИЗО, на тот момент Бережной, он, по-моему, и до сих пор является начальником СИЗО, его все называют Берегом, он мне угрожал. Он прекрасно понимал, что я расскажу, да, все эти тонкости, которые он не заинтересован, чтобы я рассказал об этих всех тонкостях, об условиях содержания, в каких условиях я содержусь, да, и оказывают ли мне медицинскую помощь, либо медицинскую помощь другим политузникам. Он мне угрожал, что говорил, перед этим меня и Абельтарова как раз-таки поместили на спецблок, так называемый. Спецблок – это камера из двух мест, где должны содержаться люди там либо приговорены, либо осуждены там, к пожизненным или за убийство. Это какой-то для особо опасных? Для особо опасных преступников, если это можно так назвать. Но и нам довелось, к сожалению, побывать в этих условиях. Это действительно тоже спецблок, где каждый час просто контролирует твои действия, как ты находишься. То есть каждый час сотрудник СИЗО просто делал обход и в глазок, либо часто открывал как бы кормушку так называемую и смотрел, интересовался и спрашивал, все ли нормально, либо просто в глазок смотрел и также спрашивал, все ли нормально, чтобы мы как-то откликнулись. Комната, назвал комнатой это, камера с двумя дверьми, на окнах, если это можно назвать окнами, несколько слоев решеток, через которые даже свежий воздух не попадает. Ну, это жуткие места. У нас на связи Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер всем. Мы обсуждаем вот сейчас в студии новость о том, что Российская Федерация решила выделить деньги на строительство ряда СИЗО, и в том числе и в Крыму планируется построить 2 новых СИЗО. Были сообщения о том, что условия содержания жуткие, что камеры переполнены. Так, например, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требовала от российских властей улучшить условия содержания, в том числе и правозащитники говорили о том, что условия содержания они расценивают как дополнительный фактор давления на задержанных. Как вы расцениваете вот эту новость о том, что в Крыму будет построено 2 новых СИЗО? Это некая забота о правах человека? Ну, наверное, это не забота о правах человека, это обустройство российской пенитенциарной системы и изменение все-таки условий содержания тех, кто пребывает под судом и следствием. Я надеюсь, наверное, в лучшую сторону все-таки, потому что новое СИЗО, оно уже изначально должно быть качественнее по своим характеристикам. Вопрос постройки новых пенитенциарных учреждений, к которым относится СИЗО, я думаю, что перед Украиной стоял и стоит на сегодняшний день. То, что Россия решает построить СИЗО, я так понимаю, одно точно будет, следственный изолятор, точно будет в Симферополе, там планируется построить 2 блоками на 1000 и на 500 мест. Кстати, Симферопольский СИЗО был одним из самых таких, скажем, плохих по условиям содержания в Украине, когда анализировалось состояние, физические условия содержания. И они не очень блестящие, но этот был один из самых, скажем так, негативных. Вот. И он уже давно напрашивался вопрос о том, чтобы построить новое пенитенциарное учреждение. Оценивать заботой о улучшении содержания тех, кто находится под стражей, не знаю, насколько, чем мотивируются власти Российской Федерации, которые фактически являются,
скажем так, теми, кто аннексировал и сейчас незаконно пребывает на этой территории. Возможно, они стараются побольше установить объектов своей системы, которая относится к системе исполнения наказаний, к системе правосудия фактически, так называемого. Возможно, это расчет на то, что количество находящихся в следственном изоляторе, оно сейчас не оправданно большое и требуется не просто улучшение их содержания, а просто требуется больше места. То есть здесь есть, наверное, несколько факторов, которые собраны воедино. Оценивать это как, скажем так, однозначно тоже оценку положительную давать или отрицательную в этой ситуации, я считаю, нельзя, поскольку, с одной стороны, речь идет все-таки о физическом, я надеюсь, улучшении условий содержания. Это имеется в виду и большее количество пространства на одного находящегося в местах несвободы, это и доступ к свету, это доступ к основным, это и свет, и возможность свежий воздух, и условия для пребывания на свежем воздухе, прогулки, возможности безопасности пребывания, расселения по небольшим камерам вместо больших и так далее, и так далее. Такая кубриковая система вместо барачной, если там присутствуют большие, там присутствовали большие камеры. Все это вместе как бы будет способствовать все-таки, наверное, снижению вот этого психического давления, психологического давления на тех, кто пребывает в местах несвободы. И в этом плане, конечно, это плюс, можно говорить. Но когда заходит речь о любом таком заведении мест несвободы, это все равно связано всегда с негативной такой коннотацией, негативной оценкой, поскольку это вопрос о том, что это, возможно, будет использоваться как место для увеличения числа задержанных. Да. Вот то, что сейчас они не помещаются, уже их перевозят в Ростов-на-Дону и содержат в ростовском изоляторе. И это как, такой, знаете, угроза уже, которая строится для тех, кто на сегодняшний день на свободе, но понимает, что занятие активным каким-то противостоянием этому оккупационному режиму в Крыму может быть чревато потерей свободы, и они могут оказаться в этом месте несвободы, которое строится в том числе и с расчетом на них. Поэтому спасибо. Здесь, да. Спасибо, Александр. С нами на связи был Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Исмаил, мнение, с одной стороны, вроде бы как условия улучшаются, а с другой стороны, есть серьезная угроза, что просто всех, кого не посадили, теперь им найдется место. Что вы думаете по поводу? Частично мы радуемся тому, что строят новые СИЗО. Почему? Как уже говорил Александр, да. Что люди будут по-человечески как-то содержать. Да, мы радуемся тому, что людей, которых незаконно судят, будут находиться в лучших каких-то условиях. И одновременно мы понимаем, что если будет больше мест, таких как СИЗО, то есть арестованных, соответственно, будет больше. В это же время, в это же время наши адвокаты, которые защищают политузников, они уже заявляют о 4-й Женевской конвенции, где говорится, что Российская Федерация во времена оккупации не имеет права судить по своему законодательству. Вывозить граждан Украины с территории оккупированного Крыма. Спасибо большое, Исмаил. У нас, к сожалению, закончилось время, и на этом я должна с вами попрощаться, но я согласна, что вопрос и Женевской конвенции, и условий содержания – это очень важный вопрос, к которому Крым Реалии будут возвращаться. Для вас эту программу провела Лариса Волошина. Всего хорошего.